ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Очередное заседание. Как в Ухте идет борьба с распространением вируса. Все по домам. Отмена автобусов и подготовка обсерваторов. Кто теперь у руля Коми? Смена власти в разгар пандемии. Правила ужесточаются. Ухтинцев будут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности, и строителям минерально-сырьевой базы геофизики Ухты отмечают праздник. Смотрите прямо сейчас. В администрации состоялось очередное заседание комиссии против распространения нового коронавируса. На момент съемки в Ухте нет зафиксированных случаев заболевания. Под наблюдением находится 297 человек, вернувшихся из-за границы. С конца прошлой недели по их адресам проходят рейды. Люди должны находиться дома. Была вчера проделана работа по оповещению населения по необходимости соблюдать режим разобщения, режимы социальной дистанции. Через автомобили с установками громкоговорящей связи МЧС, полиция, Ростелеком было сделаны объезды по городу. Их привлекут к административной ответственности. Также вступившие в силу указ главы Коми нарушили 5 торговых точек. К слову, санкции статьи для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц влекут не только уплату штрафа, но и возможное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Рейды продолжаются и будут продолжаться до вечера 5 апреля. Соблюдать режим самоизоляции и разобщенности просят и на улице. В старой части города для этого использовали линию громкоговорящей связи. По месту жительства проверено нами 74 лица, находящихся на самоизоляции. Совместно с ними было установлено еще проживает 12 лиц. По результатам проверки 70 человек находились дома, от которых отобраны анкеты, выданы предупреждения об ответственности за действие или бездействие, повлекшее заражение граждан инфекционными заболеваниями. В отношении 4 граждан, которые отсутствовали по месту проживания, информация по ним незамедлительно была собрана и передана в Роспотребнадзор. Также стало известно, что сотрудники Ярига-нефть, точнее сотрудники их подрядных организаций, работающие вахтовым методом, останутся в Ухтинском поселке еще на месяц. Все работники с Кемерово, Кузнецка, значит, запретили организациям обеспечивать пересменки до 30 апреля включительно. Значит, они сейчас уведомляют своих работников, что они будут продлевать вахту. Помимо прочего, с 28 марта известен усеченный список непродовольственных товаров первой необходимости. Табак и компьютеры из первоначального удалили. То есть магазины, которые реализуют только этот товар, также должен будет закрыться. В перечне остались 23 пункта. Среди них санитарно-гигиенические маски и санитайзеры для рук, средства личной гигиены, спички и свечи, товары для детей, бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и зоотовары, включая ветеринарные препараты. С 31 марта по 13 апреля в Коми ужесточаются правила режима повышенной готовности. Теперь выходить можно только в продуктовый магазин, вынести мусор и погулять с собакой. Всем, кто трудится на предприятиях, не прекращающих свою работу, выдадут специальные пропуски. Разговаривал с Тюкаром, значит, там решают до сегодняшнего момента не решено, конечно, хотя же это должно быть, что вид, в каком виде эти пропуска будут, сейчас Минюст в лице министра Асташова принимает решение. Предварительно, я вам просто предварительно скажу, что такое, значит, субъект сам будет делать пропуска. Предварительный алгоритм получения пропусков такой. Управление ГОИЧС высылает бланк, направленный республиканским ведомством, на предприятие. Наше предложение, полученная форма будет в электронном виде направлена на те объекты, которые продолжают работать. И вместе со списками работников, заверенных печатью, подписью руководителя, они нам приносят уже готовые распечатки, которые мы заверяем. Точную информацию по получению пропусков предприятиям направит администрация. Ввели изменения по пассажирским перевозкам. Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки все междугородние маршруты не должны осуществляться. Для минимизации передвижения людей по городу работу прекращает весь общественный транспорт, включая тот, что курсирует между Ухтой и пригородными поселками.
мы полностью останавливаем внутри города движение автобусов. Тоже вызвано тем, для того, чтобы люди не могли перемещаться, чтобы люди сидели дома. Полностью останавливаем. Я не знаю, какая будет ситуация между Сосногорском и Ухтой, но это не наши полномочия, хотя я звонил в Минпром, просил людей хотя бы утром, вечером оставить автобус. В городе продолжают объявлять о режиме самоизоляции и разобщенности по громкоговорителям. Находясь на улицах, в магазинах и в других общественных местах, соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метров от других людей. Будьте здоровы и позаботьтесь о здоровье окружающих. Также организованы рейды силовиков. Не пугайтесь и не ищите в этом какие-то двойные смыслы, просят в администрации Ухты. Уже полностью переведены на усиленные варианты несения службы. Начиная уже с 0 часов у нас плотность снарядов сейчас вырастает в городе, поэтому обращаюсь к жителям города, то что пока это ничего не бойтесь, это на благо только города, мы будем только вам разъяснять и просить, чтобы вы все-таки исполняли указ главы. Рейды будут организованы и в ухтинских поселках. На сегодняшний день в Ухте нет ни одного выявленного случая заражения коронавирусом COVID-19. Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находится 306 человек. В Ухте уже провели более 400 тестов, все они отрицательные. Их провели тем, кто вернулся из-за границы, а также всем, кто попал в больницу с пневмонией. Вчера в город поступило 10 тысяч защитных масок. В первую очередь их раздали тем, кто по долгу службы контактирует с людьми, силовикам, соцработникам. Остатки раздадут управляющим компаниям и волонтерам. Только им следует написать заявку в администрацию. В конце недели должна прийти еще одна такая партия. Также в Ухте готовят 2 обсерватора. Временное место для локализации и ликвидации очага заболевания. Основной на 50 мест будет находиться в санатории ГТУ «Крахаль». Второй обсерватор резервный. Это мы вчера ходили с осмотром работы Роспотребнадзора, работы администрации, гостиницу «Тиман». На сегодняшний день там 150 мест, которые мы можем под обсерватором практически. То есть, если такая ситуация случится, у нас резервный обсерватор – это гостиница «Тиман». Но... На заседании штаба отметили, что Шудайская больница также в полной готовности. У нас инфекционный корпус, он отдельно стоящий, он со всеми требованиями санэпидрежима соответствует, и на 104 койки у нас могут разместиться там эти больные. В Шудайской больнице 112 подготовленных докторов, из них 14 реаниматологов, также 400 обученных медицинских сестер. Помимо этого, в Ухте уже давно разработаны схемы усиления медицинским персоналом. К работе могут привлечь и студентов медицинского колледжа. 1 апреля стало известно, что в Коми зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Теперь республика находится на 4-м месте региональной статистики по числу заболевших, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. У 54 человек диагностировано заболевание. По официальной информации, все они находятся в купированном очаге заболевания в Эжвинской больнице, закрытой на строжайший карантин. По словам министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, все больные проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В Ухте на 1 апреля по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Мы настоятельно просим не портить статистику муниципалитета, беречь личное здоровье и здоровье окружающих, оставаться дома, выходить на улицу в крайней необходимости, сократить контакты, соблюдать расстояние не менее метра от всех, кто находится с вами рядом вне дома. После выступления Владимира Путина, который объявил, что коронавирусные каникулы с сохранением заработной платы в стране продлятся до конца апреля, Республику Коми шокировала новость о смене региональной власти. Вместе с губернатором Архангельской области свой пост покинул Сергей Гапликов. Глава Коми попросил об отставке. На видео, выложенном в соцсетях, он сказал, что работать в Коми ему было непросто и попросил у жителей региона прощения. Сами жители и до обострения эпидобстановки не были лояльны к руководству
руководителю, а тут и вовсе перестали себя сдерживать, назвав Гапликова в комментариях предателем и грызуном, бегущим с тонущего корабля. Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить в себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным. Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми-край. Я хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти 4 года назад вы поддержали меня и избрали главой республики. Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность. Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой, но она всегда была честной. И в первую очередь я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов жителей Коми-края. Я благодарен каждому, с кем мы вместе, бок о бок, трудились все эти годы. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен в том, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будут проводить новое руководство региона. Уважаемые жители Республики Коми, мира и добра вам. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Но свято место пусто не бывает. Спустя буквально час появилась информация о временно исполняющем обязанности главы Коми. Им стал Владимир Уйба, профессиональный врач-гигиенист, эпидемиолог. До нового назначения трудился заместителем министра здравоохранения России. До этой должности, полученной 2,5 месяца назад, руководил Федеральным медико-биологическим агентством 15 лет. Органом исполнительной власти по осуществлению контроля и надзора санитарно-эпидемиологического благополучия работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. Является редактором 2 медицинских журналов, автор и соавтор 250 научных работ. 61 год, женат, воспитывает 5 детей. В администрации Ухты прошло очередное заседание штаба по предотвращению коронавирусной инфекции. По докладу представителя Роспотребнадзора в муниципалитете нет зарегистрированных случаев заболевания. На самоизоляции в медицинских учреждениях под наблюдением находится 329 человек. Все они контролируются в силу необходимости и возможностей, и всех своевременно забираются анализы биологических групп. Среди этих 329 человек у нас тоже есть люди, у которых закончились сроки самоизоляции, но мы еще не получили контрольные анализы. Пока они не получены, мы их держим на самоизоляции. Для тех, кто работает, по-прежнему продолжают выдавать пропуски. Списки сотрудников согласовывает управление администрации. Но не нужно думать, что пропуск на дорогу к месту работы и обратно дает право беспрепятственно передвигаться по городу. Если сотрудника с документом остановят в нерабочее время, пропуск аннулируют, а предприятия ждут санкции. Также МВД напоминает, что тех, кто не соблюдает введенный в Коми режим повышенной готовности, будут штрафовать. Напоминаем, режим позволяет выйти погулять с собакой за 100 метров от дома, купить продукты и лекарства в ближайшем магазине и в ближайшей аптеке, вынести мусор. Законодатель добавил статью 20.6.1. Это как раз будет называться это нарушение правил поведения, приведение режима повышенной готовности. Но штрафы у нас идут на простых людей будут до 30 тысяч. На предпринимателей, которые не послушали нас и не слушают указ главы и продолжают функционировать в рамках запрета, штрафы до 50 тысяч и на юридических лиц до 300 тысяч. В целях препятствия распространению коронавируса в городе закрыты или переведены на дистанционный режим работы Пенсионный фонд, налоговая, многофункциональный центр предоставления услуг «Мои документы» и другие учреждения. Но накануне стало известно, что свои двери вновь открыла почта.
Хотя, как открыла, судя по всему, так и закроет. Этого потребовал мэр Ухты Магомед Османов. В общем, решение штаба, члены штаба поддерживают это предложение. Сегодня же выходите на свое начальство, скажите, что так, раз пенсии разносятся по домам, то почтовые отделения будут закрыты. А ваших клиентов, которых вы говорите, там юридические лица, какие-то услуги, которые вы оказываете, там доставка почты, доставка посылок. Понятно, наверное, может, и это тоже будет. Волонтеры у нас есть. Совершенно, и волонтеры есть, и так, то это вопрос решаемый. К слову, эмоции руководитель администрации и глава муниципалитета сдерживает едва. Он ежедневно получает в свой адрес шквал критики от горожан, но сделать с введенным режимом ничего не может. Все это делается в ваших же интересах, отмечает Магомед Османов. Также руководитель администрации выразил обеспокоенность ситуацией в Эжвинской больнице, где выявлен очаг заболевания. Сегодня официально подтвердили 2 смерти от коронавируса. Обе погибшие заболели в Эжвинской больнице. Теперь это будет расти как снежный ком. Надо сделать все, чтобы он не дошел до нас или дошел как можно позднее, подытожил градоначальник. 5 апреля в России и ряде постсоветских стран отметят праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями. День геолога отметят и в Ухте. Мы поздравляем ветеранов-геофизиков предприятия «Печор Геофизика», тех, кто с середины 20 века по нехоженной тайге строили основу минерально-сырьевой базы севера России. Эти люди пешком к началу 90-х прошли 158 тысяч погонных километров в поиске нефти и газа. Именно они решали, где будут добывать полезные ископаемые, где вырастут буровые, где закипит работа, жизнь, появятся новые города. Все это в непростых полевых условиях. В 70-е годы благодаря нам были созданы Усинский район, Луктыльский район. До этого тоже до нас ничего здесь не было. Значит, зимой мы жили в палатках, столовая в палатках. Летом речная сейсморазведка, палатки у нас стояли на плотах, мы спускались по речке. Столовая была у нас на берегу. Как только вот закончили работу, разбивают палатку, кушаем и дальше плывем на бонах. Возможно, благодаря такой закалке среди ухтинских ветеранов-геофизиков много старожилов. Магира Мусафина провела в полевых условиях 29 лет, ей 93 года. 101 год исполнится Анастасии Ралдугиной, которая отработала в поле 40 лет. От Совета ветеранов-геофизиков, городского совета ветеранов, редакции ГСП и всех горожан мы поздравляем геофизиков и всех, кто связан с геологией, с их профессиональным праздником.